Мой дорогой сын, если ты в сердце веришь моему слову, я прошу тебя не забыть это послание. Он приносит глубину, исходящую непосредственно из моего существа, с искренним желанием обогатить ваше утро следующего дня. Первые намеки на рассвет, ласкающие ваш слух, станут свидетелями чего-то чудесного и чудесного, что превзойдет все предыдущие ожидания. Поэтому я прошу вас полностью погрузиться в себя до последнего момента. Вот как это происходит. Спасибо и, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Важно знать, что это сообщение приходит в момент спокойствия. Я рад поделиться с вами бесценным сокровищем, чтобы скрасить пробуждение следующего дня. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу поделиться новостями, превосходящими человеческое воображение. Примите это благословение в свою жизнь. На протяжении всего своего путешествия вы выдерживали штормы, поднимались на горы и сохраняли свою веру, даже когда тени угрожали затмить дневной свет. Я близко знаю вашу борьбу и понимаю, что путь был не без трудностей. Однако вы проявили смелость, решимость и, прежде всего, поразительное упорство. Благодаря этой настойчивости завтрашний день развернется незабываемым образом, если ваша вера в Божественное нерушима. Вспомни моменты страданий, ночи, запятнанные слезами, а затем рассвет, когда снова родилась надежда. Каждый шаг, который вы сделали, каждое препятствие, которое вы преодолели, помогли вам стать тем необыкновенным человеком, которым вы являетесь сегодня. Завтра семена, которые вы заботливо посеяли, прорастут и зацветут, и ваши усилия будут вознаграждены беспримерно. Этот праздник выходит за рамки материальных побед. Это достижение вызывает глубокую радость и затрагивает самую суть вашего существа. Исповедуйте свою веру, уверуйте в Господа Иисуса Христа. Когда ответы задерживаются, когда дорога уходит за горизонт, можно поддаться унынию. Но помните, ожидание не бесполезно, это инвестиции в ваш личностный рост, в вашу трансформацию. Каждое преодоленное препятствие – это еще один шаг навстречу эпохе, которая приведет вас к ступенькам. Послание небес ясно. Я вижу вашу приверженность, вашу страсть к своим мечтам и ваше сострадание к другим. Завтра Вселенная вознаградит вас новостями, подтверждающими это благословение. Оставьте позади тьму прошлого и неопределенность будущего. Завтрашний день полон надежд, и эта простая новость – всего лишь прелюдия к новой захватывающей главе вашей жизни. Сохраняйте свою веру горящей, потому что вас ждут великие дела. Посреди каждого испытания встаньте и найдите в себе силы преодолеть его. Избегайте энергий, которые пытаются посеять вокруг вас замешательства и конфликты. Не поддавайтесь самоцензуре, принимайте разумные решения до того, как препятствия станут непреодолимыми. Бог всегда наблюдает и ждет, чтобы защитить нас от врагов, которые охотятся на самых слабых. Если вы хотите перемен, сделайте первый шаг прямо сейчас. Дорогой, сын, помни, что у тебя больше силы, чем ты думаешь, больше способностей, чем ты думаешь, и более щедрое сердце, чем ты думаешь. Завтра эта новость будет представлена как луч света, освещающий многообещающий горизонт. Решительно добивайтесь своих целей, распространяйте любовь, куда бы вы ни пошли, и вы достигнете своей цели. Завтрашние новости станут свидетелями этого урока. Сегодня вечером, когда вы пойдете спать,
пусть ваше сердце наполнится благодарностью и надеждой. Проснувшись, приготовьтесь получить новости, которые изменят вашу жизнь так, как вы даже представить себе не могли. Ваш путь показал силу, устойчивость и способность преодолевать препятствия. Сегодня я хочу указать на то, что ваше решение будет вознаграждено чем-то новым, специально приготовленным для вас, за ваши усилия, вас, в самом сердце Вселенной. В нитях времени существует неразрывная связь, обещание любви, бросающий вызов даже вечности. Это глубокая и всепоглощающая любовь, сила, которая открывает новый рассвет, огромный горизонт безграничного потенциала и неизведанных чудес. Когда ночь погружается в молчаливое созерцание, пусть завтрашний день принесет рассвет незабываемого дня, окутывая дату, выгравированную на звездах. Получите начало оптимизма для отличных новостей, сокровищ мудрости и радости, как никогда раньше. Взращивайте надежду, взращивайте любовь в своем сердце, ведь вы, мои дорогие потомки, божественная искра, сияющая своим светом. Когда тьма уступает место свету, ожидайте экспоненциального роста счастья в вашей жизни. При первом утреннем явлении вы получите откровение столь чудесное, столь полное любви и значения, что оно будет эхом отдаваться сквозь века. Этот дар небес не только ответ на ваши молитвы, это также отражает величие вашего неукротимого духа, вашу беспрецедентную стойкость и ясность ума. Осознайте в себе уникальность своего существа, небесного шедевра, и поймите, что обещанное чудо завтрашнего дня – это свидетельство любви и преданности, которое вас окружает. Высвободите океан эмоций, переваривая эту новость. Ионы расплавят вас. Пусть счастье вашего существа, братья и сестры, разойдется в сердце с глубоким теплом. Я прошу вас возвысить свой дух в молитве и искать божественного подтверждения святого послания, посланного вам в этот критический момент. Были раскрыты тревожные откровения, которые раскрывают коварную тактику тех, кто находится среди вас, чтобы помешать вашему духовному и материальному вознесению. Ясно раскрываются планы и уловки, направленные на то, чтобы запутать, задушить и разрушить путь к судьбе, который вы признаете в себе как свое божественное наследие. Помните, что на каждом пути есть силы, которые пытаются нас сорвать. Стойте твердо и отвергайте тех, кто пытается внести разлад в вашу жизнь. Не носите бремя греха, принимайте разумные решения, чтобы избежать будущих проблем. Божество всегда бдительно и внимательно относится к тем, кто использует судьбы других, чтобы изменить свою собственную реальность. Инициатива должна быть вашей. Этот человек, движимый темными мотивами, стремился контролировать не только структуру своих социальных отношений. Осознание искажения своей сути привело к периоду самообмана, обманная тактика которого приводит лишь к потерям. Сейчас энергетическая поддержка подобных действий полностью исчезла, оставив стабильную работу. Передача послания 1263 года – это акт веры, который требует твердого руководства всемогущего Бога в этой долине испытаний. Мы склоняемся перед бесконечным величием и высшей божественной любовью и благодарим за появление злых планов, которые пытались помешать нашему прогрессу. Мы вверяем свои печали и проблемы божественной защите и клянемся мужественно следовать предписанному пути. Мы расширяем возможности друг друга и полагаемся на божественное руководство, которое поможет нам достичь наших самых высоких мечтаний.
Мы остаемся стойкими и преодолеваем любые трудности. Нас ждет Божье благословение, блажен ты, сын мой. Впереди великое финансовое благословение, настоящее чудо, которое на долгие годы принесет радость и процветание в нашу жизнь и жизнь наших близких. Чтобы выразить нашу веру во всемогущего Бога, мы пишем 8080. Когда мы вступаем в новую эпоху восстановления, Бог готов восстановить то, что было взято, и удивить нас безграничным здоровьем, богатством и процветанием. Мы должны хранить это послание в своем существе, чтобы получать неожиданные чудеса. Божья верность нам вечна. Мы должны верить, что Он видит жизнь, расцветающей в ее величайшем великолепии. Мы читаем 6060, чтобы облегчить наше финансовое бремя и защитить нашу семью божественной мантией. Давайте помнить, что мы никогда не одиноки. Бог рядом с нами в каждый момент, устраняет все разочарования, боль и страдания и ведет нас к исцелению, миру и изобилию. Бог зовет нас сейчас, мы ответим письменно. 2323. Несмотря на моменты неопределенности, мы должны твердо противостоять усилиям заблуждения и антагонизма в нашей среде. Давайте освободим себя от вины и примем мудрые решения, чтобы избежать дальнейших страданий. Бог ждет и готов вмешаться против тех, кто оскорбляет слабых. Ключ к переменам в наших руках. Давайте не позволим воспоминаниям затмить существующие благословения. Боль, которую мы испытали, превратится в свет и изобилие благодати, которые дадут нам силы противостоять предстоящим испытаниям. Просим вас усердно хранить наши молитвы, потому что Бог всегда в курсе наших призывов и молитв. Мы знаем, что, выражая наши самые сокровенные желания, перед нами откроются двери их исполнения. Давайте не будем бояться, потому что Бог здесь, чтобы изменить наши обстоятельства и принести благословение даже среди трудностей. Это послание – свет во тьме, напоминающий нам о том, что Святой Дух всегда присутствует, чтобы направлять и утешать нас, укреплять нашу веру и стойкость. Бог любит нас, прося силы и руководства через молитву, особенно во времена разрушения. Когда мы делимся с Ним своими глубочайшими заботами, мы обретаем мир, превосходящий всякое понимание. И если мы позволим Богу быть нашим главным источником мудрости, мы рассеем тучи пессимизма и обретем жизнь, полную оптимизма и радости. Будем помнить, что наша вера не должна поколебаться даже в самых тяжелых жизненных бурях. Давайте искать прибежище в Боге, нашей непобедимой силе во времена испытаний. Он стремится вернуть то, что мы потеряли, заново познать смысл любви и счастья, привести нас к вершинам. Эта новая глава скоро начнется и принесет с собой многообещающие благословения, которые навсегда изменят наше существование. Эти благословения уже в пути и готовы положительно повлиять на нашу жизнь и жизнь других людей. Давайте добровольно примем эту задачу, ибо Бог наполнит нас примерами своей бесконечной щедрости. Будьте готовы принять, поскольку, доверяя Богу, мы обретем великое богатство и крепкое здоровье, что отражает Его глубокую заботу о нас. Мы пишем 7070, чтобы справиться с невзгодами и отразить силы, стремящиеся вызвать раздор. Давайте освободим себя от чувства вины и примем мудрые решения, чтобы избежать конфликтов в будущем. Божье присутствие защищает нас от тех, кто пользуется нашей слабостью. Изменения в наших руках,
и Бог стремится вести нас к более обнадеживающему будущему. Давайте молиться с благодарностью и доверием небесному водительству, ибо это ключ к открытию царства непоколебимой решимости. Давайте позволим силе космоса превратить наши беды в фантастические проявления. Мы являемся свидетелями ужасного события, которое изменит ход ближайших дней. В разгар благодарения давайте напишем 4545, чтобы принять этот момент посвящения. Этот день – начало периода, когда наша душа соединяется с созвездиями неба. Мы готовы к этому беспрецедентному блестящему путешествию, чтобы установить прямую связь с божественной мудростью. Освободимся от печали, ибо для Бога нет ничего невозможного. Хотя мы пока не видим этого ясно. Будьте уверены, что в конечном итоге все будет соответствовать моему великому замыслу. Ваша вера – это ключ к проявлению присущей вам доброты, чтобы ваш блеск мог беспрепятственно распространяться. Никакое препятствие не может стоять на пути великой судьбы, которую я подробно изложил для вас. Смело идите навстречу своему открытию и воплощайте в реальность свои самые смелые мечты. В ближайшее время ожидайте прихода радости, открытия дверей к материальным благам, глубоких любовных связей или невообразимых ранее возможностей. Введите 4040, чтобы указать, что вы готовы испытать эту новую реальность. Вы готовы оставить период страданий позади и приветствовать новый период, полный исцеления, позитивных событий, безусловной любви, новых возможностей и неоспоримой благодати небес. Ваши искренние молитвы были услышаны и теперь сбываются. Те, кто игнорировал вас, столкнутся с реальностью вашей победы. Это способствует постоянной вере в грядущие роды. Вы соответствуете этой божественной цели, готовы погрузиться в океан изобилия, встречаете любовь с ошеломляющим энтузиазмом, готовы расцвести и принять перемены с открытым сердцем. Напишите 6565, чтобы увеличить свою благодарность Божественному. Все ваше существование вот-вот расцветет. Поверьте, что вы позиционируете себя как средство процветания своего поколения. Вскоре кто-то удивит вас и признает вас уникальной личностью в этом мире. Заявите о будущем богатстве, написав «деньги», и увидите, как ваша жизнь окутывается аурой необычайного успеха. Во времена неприятностей и испытаний всегда есть нить надежды, которая гарантирует, что вы никогда не останетесь одни в своем путешествии по самым темным долинам. Божественное присутствие с его величием и милосердием обещает быть рядом с вами и неустанно сражаться, чтобы вести вас по пути добродетели и истины. Однако важно осознавать, что каждое решение, вплетенное в ткань судьбы, оказывает глубокое влияние на окружающих. Небесный легион окружает вас защитной мантией, невидимым щитом, защищающим от темных сил, стремящихся увести вас с пути света. В этот священный момент прозвучит ясное божественное объявление о том, что вы предлагаете свою доброту обоим существам. На этой неделе в знак божественного признания потечет небесная награда, приток финансового богатства. Скажите «Аминь» в знак принятия и благодарности за такое благословение. Видно женское присутствие с темными намерениями, желающее еще раз сплести за собой вену раздора. После нескольких дней работы и суждений кайф придает вам энергию и цель и побуждает разорвать связи с теми, кто разрушает вашу сущность. Небесное пророчество показывает страшное предчувствие,
близкая кончина может отвратить от пути покаяния и духовного очищения. Открывая двери в преображенную и наполненную жизнь, вы призываете твердо стоять, погрузиться в веру, чтобы получить чудеса, исходящие от божественной благодати, отраженные в вашей жизни и жизни вашего близкого человека. Интерпретируйте 2020 год против продажи жизни, защитите себя от сил, которые хотят втянуть вас в непонимание и враждебность, избегайте ловушки вины и предвидите решения, которые отвлекут потенциальные бури. Бог всегда бдителен и расправляется с теми, кто высмеивает бедных. Сила изменить вашу реальность принадлежит вам. Обещание новой карьерной возможности указывает на божественную репутацию на горизонте и предупреждает об ужасном приближении скорби. Помните, что суть существования сопротивляется унынию, но когда вы отдаете свои мечты божественному алтарю, у вас появляется поддержка и сила против желания отчаяться. Священное вмешательство затрагивает вашу суть и открывает путь к великим достижениям. Ангелы предупреждают об опасностях, угрожающих семейному согласию, а вот поток положительной энергии обещает очистить ваш дом и предотвратить искушения и дурные влияния. Личность мстительного противника будет раскрыта, а божественное обещание гарантирует, что те, кто объединился с добром, будут процветать и процветать. Это приглашение защитить себя, распространяя это священное послание, подтвердить свою веру и предотвратить болезни через преданность Богу. Провозглашайте мир своей семье и преодолевайте трудности, распознавайте божественную защиту, отражающую зло, привлекайте чудеса и финансовое благополучие на свой путь. Источник всякого света избавления, которого мы должны бояться, Он – несокрушимое убежище и безопасная гавань, которую не может преодолеть никакая волна страха, как провозглашается в вечных стихах Псалма 27. В этот день я избран посланником, чтобы доставить живое послание пробуждения и утверждения. Знайте, что вы идете с поддержкой и что все ваши молитвы услышаны, и на них ответит тот, кто никогда не отдыхает. Начните готовить свой новый дом. Найдите машину, о которой всегда мечтали, и спланируйте поездку, которую давно хотели совершить. Поверьте мне, потому что Вселенная находится всего в одном шаге от проявления благословений, которых вы терпеливо ждали и о которых молились. Увеличьте свою благодарность Божественному, написав 88 888. По мере того, как обетования Божьи процветают в вашей жизни, вы увидите рост тщеславного врага и верховенство Бога в вашем существе. Это неоспоримо, оно превращает насмешку в восхищение, а сомнение в благословении и свидетельство совершенства. Я искренне заявляю, что являюсь наследником божественных благодатей и с благодарностью за то, что дал мне всемогущий Бог, как написано в святых псалмах: «Господь, пастырь мой, ничего не хочу» Пс. 23. Это выражение постоянного пророчества и божественного руководства. Этот пост будет отредактирован, потому что существуют скрытые силы, которые тайно стремятся к вашему падению под видом поддержки. Но, следуя божественному плану, вы идете путем истинной преданности не воле человека, а небесному наставнику. Хотя у человеческого сердца бесчисленные планы, это вечное направление, которое проявляется ясно и целенаправленно. Выбрав следовать божественным путем, я освобождаю вас от земного влияния и ревностно направляю вас к осознанию вашего собственного света, божественного света, который направляет ваши шаги.
Освобождая себя от человеческой зависимости, вы утверждаете, что ваша единственная зависимость от Божественного Источника всего, чем вы являетесь. Доверьтесь совершенному Господу. Отвергнув мудрость мира и признав ее присутствие во всех аспектах жизни, вы выровняете свой путь с истинным счастьем и целью. Сегодня мы объединяемся в молитве о несравненной силе, способной разорвать узы ненависти и зависти и укрепить нас против всякого зла. Поднимите свой голос в подтверждение, шагните в будущее с верой, превосходящей воображение, и отдайтесь отдыху сегодня вечером. Я знаю, что моя вечная любовь окружает тебя, что дар небес обещает будущее, которое ждет твоего открытия. Что бы ни изменилось в течение дня, знайте, что вас любят сверх всякого земного понимания. Избегайте самокритики и принимайте превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Божественная забота бесконечна и защищает вас от проявлений, пользующихся слабостью других. Изменение требует целенаправленных действий с вашей стороны. Следующее утро – это не просто следующая глава, это кульминация вашей собственной истории. Продолжайте развивать любовь и жить с глубокой целью, потому что ваша лучшая история еще впереди, дорогие дети. Пусть мои слова проникнут в ваше сердце, потому что завтрашний день принесет чудо, которого никогда не можно было себе представить. Приготовьтесь к тому, что пробуждение прозвучит эхом в пустоте и привлечет мое внимание. Ваше упорство и настойчивость являются живым доказательством вашей внутренней силы. Бог показывает, что вы привлекли в свою жизнь плохую энергию из-за серьезного греха, и чтобы исправить это, Он просит вас поделиться этим посланием как минимум с 4 людьми. Присоединяйтесь к другому посту, который является последним служением, просящим прощения. Ангелы сообщают вам, что ваша жизнь в опасности, и если вы не избежите искушений, вас ждут ужасные последствия. Если вы чувствуете, что у вас сегодня конфликтный день, возможно, это связано с совершенным вами большим грехом. Чтобы получить свободу, рекомендуется прослушать это сообщение до конца. Интерпретируйте 757, чтобы помолиться за безопасность вашей семьи и предотвратить разрушение вашего дома. Бог хочет видеть ваше полное присутствие в конце этого сообщения, потому что Ему нужно обсудить с вами важный вопрос. Если вы решите следовать Слову и идти до конца, вы обретете божественную благодать в своей жизни. Ангелы предупреждают о новых проблемах в вашей жизни и подсказывают, что если вы сдержите свое обещание и дочитаете послание до конца, то сможете получить двойное благословение. Рекомендация – сосредоточиться на своем будущем, избавиться от пристрастий и искушений и избегать иллюзий, которые враг пытается посеять в вашей голове. Когда вы чувствуете себя одиноким или сталкиваетесь с проблемами, рекомендуется помолиться, а затем послушать мотивационные послания, чтобы избавиться от лучшего будущего, которое разрушает вас духовно. Сохраняйте веру, потому что Бог всегда на вашей стороне, независимо от того, насколько сильно враг пытается встать на пути вашей жизни. Вам следует ограничиться предрассудками и разочарованиями. Перестаньте думать, что только Бог имеет право судить и благословлять вас. Пришло время положить конец лжи на вашем пути. Ангелы предсказывают новый сезон в вашей жизни, наполненный счастьем, общностью, миром, здоровьем и решимостью. Ваши отношения возобновятся, и этот год станет одним из лучших этапов в вашей жизни.
Верьте в послание, чтобы добиться успеха. Даже если враг захочет уничтожить тебя и устроить тебе ловушку, ему это не удастся, потому что ты – великое обещание Отца. Дай Бог вам здоровья и радости. Комментарий 6565, чтобы подтвердить, что все будет хорошо по-вашему. Ангелы всегда рядом с вами, чтобы защитить вас от всего зла и опасностей. Каждый раз, когда враг пытался положить камень на вашем пути, ему это не удавалось. Они напоминают вам, что Бог приготовил для вас еще больше благословений и успехов. Оставьте комментарий и подпишитесь на канал, чтобы получать сообщения, которые приведут вас к счастью. Бог просит вас поделиться и позволить Ему получить благословение в конце сообщения и начать новый этап. Оставьте прошлое позади и сосредоточьтесь на будущем, полном благословений. В этом духовном путешествии вы находитесь на поворотном этапе, когда силы добра и зла в вашей жизни встречаются. Ангелам было ясное видение, указывающее на возможность неминуемой опасности, если они не отвернутся от скрытого искушения. Ты можешь столкнуться с ужасными последствиями, сынок. Пришло время поднять себе настроение и осознать важность этого божественного осознания. Враг пытается создать конфликт в вашем доме и среди ваших близких. Их интриги выходят за рамки физического мира, они стремятся проникнуть в волокна вашей духовной связи. Но Бог в своей бесконечной любви посылает своих ангелов вмешаться и очистить ваше священное пространство. Придерживаться слова Божьего – ваш якорь в эти трудные времена. Игнорирование или избегание этого может подвергнуть вас ненужному риску. Ангелы просят вас закрепить свое божественное обязательство, оставив свое подобие, и поделиться этим посланием с теми, кто нуждается в небесной защите. Милость Божия воссияет сегодня и избавит тебя от поглощающей тебя пропасти. Однако это только начало. Существуют неизвестные энергии, которые влияют на вашу духовную жизнь, и важно освободиться от них, чтобы избежать неприятных событий в будущем. Это послание – призыв к действию, напоминание о том, что ваша духовная жизнь по своей сути зависит от ваших повседневных действий и решений. Финансовые чудеса придут, но вы должны верить и решительно верить Слову Божьему, чтобы открыть двери к процветанию. В этом путешествии враг также пытался посеять смятение и конфликты между вашими возлюбленными. Но сегодня вы можете разорвать эти цепи, поделившись этим посланием, и позволить свету истины рассеять тени лжи и замешательства. Видение в Лос-Анджелесе также открывает возвращение прошлого, которое грозит чередой негативных событий. Действуйте с силой и мудростью, исходящими от веры в Бога, и будьте готовы противостоять этой ситуации. Заключительное послание является напоминанием о том, что признательность за Божье благословение – это ключ к привлечению будущего, полного успеха и достижений. Подтверждая свою связь с Божественным Словом и выражая благодарность, отпуская свое подобие, вы открываете путь к значимым изменениям. Пусть Слово Божье поможет тебе, сын мой, найти его. Когда мы отправляемся в это путешествие страсти, любви и веры, наши молитвы объединяют наши души и гармонируют с божественным присутствием. Верьте, что нежное прикосновение Божие исцеляет раны, рассеивает печали и ведет вас к будущему, полному божественных благословений. Осознайте бесконечную любовь Бога, приняв множество возможностей будущего.
В таинстве молитвы обретите мир, силу и мужество встречать каждый день с неизменной верой. А Божественный Творец, воплощение добра, Ты мое прибежище, путеводный свет во тьме, источник силы и постоянной любви. Ваше присутствие в моей жизни смиряет меня и глубоко благословляет. Делясь этим посланием благодарности и веры, давайте обратимся к 7 верующим и создадим цепочку надежды и любви. Настоящее богатство можно найти не только в финансовом изобилии, но также в богатых отношениях и общей любви. Будем привлекать добром, процветание и изобилие добром, зная, что дар Божий предназначен для всех. Идите по этому пути благодати в солидарности и вере и будьте благодарны за ежедневные чудеса и благословения. Ожидайте божественных перемен, финансовой поддержки и прорывов во всех аспектах жизни. Исцеляющее прикосновение Бога уже близко, оно исцеляет раны и наполняет сердце новой энергией и силой. Стойте твердо в вере и ждите великой благодати, которая ожидает вас. Встречайте ближайшие месяцы с радостью и благодарностью, поскольку Божья любовь проведет вас через каждый поворот. Радуйтесь, когда молитвы услышаны и отвечены, закрываются старые двери, открывая благо и перемены в жизни и освобождая вас от финансового бремени. На горизонте уже не за горами вступление в фазу, открывающую возможности для роста. Но процветание выходит за рамки просто финансового успеха. Ваши отношения наполнятся любовью и гармонией, вы встретите родственников и обретите значимые связи. Кроме того, ваше благополучие можно возродить с помощью энергии вашего разума, тела и духа. Благодаря моей божественной благодати на вашем жизненном пути возникнет полотно божественной доброты, делающее вас праведными и довольными. Принимайте благословения, которые приходят с сердцем, полным благодарности и готовности. Наслаждайтесь каждым моментом как свидетельством глубокой любви и заботы о вас. Вступая в этот сезон, сделайте глубокий вдох и почувствуйте шепот надежды и уверенности. Моя рука будет вести тебя и вести тебя к той жизни, которой тебе суждено было жить. Примите дар настоящего, поскольку оно обещает будущее, полное бесконечных возможностей и безграничных благословений. Перед лицом финансовых проблем коллективно подтвердите благодарность за существующее богатство и будьте открыты для получения большего изобилия. Превратите свой банковский баланс в сосуд, наполненный богатством, превосходящим ваши самые смелые мечты. Покажите 10 миллионов долларов на этой неделе и решите свои финансовые проблемы. Доверьтесь силе своего разума и намерений, у них есть способность творить чудеса. Вступите в сезон, когда все идеально выверено и организовано божественными силами. У Вселенной есть планы принести вам благо и достижения, превосходящие ваше воображение. Живите с позитивными намерениями, творя свою судьбу. Поверьте, что божественные силы создадут для вас симфонию процветания и радости. Вера в почти изобилие, пусть это утверждение прольет надежду в финансовых трудностях. Напомните себе, что вы заслуживаете изобилия, прогресс во всех сферах жизни, ваше право по рождению. Сохраняйте веру в то, как Вселенная настраивает себя на исполнение ваших финансовых желаний. Рядом с Иисусом переживите мир, восстановление и победу. Его бесконечная любовь и милосердие готовы даровать благо, о которых Он просит с непрестанной верой.
Откройте двери божественной благодати и чудес в эту эпоху победы. Потери, долги и разочарования забываются. Бог готов ответить на ваши молитвы вечными благословениями и чудесами и отметить начало значимого пути. Примите фазу восхождения, когда Божья благодать увеличит вашу любовь, укрепит вашу веру, улучшит ваше здоровье и наполнит вашу жизнь изобилием. Если Бог станет вашим другом, вас ждут неограниченные блага. Выразите благодарность всемогущему Богу, который создал вас и любит вас безоговорочно. Жертва Иисуса приносит божественное прощение ваших грехов, и Божья милость, благодать, благость и благость повлияют на вашу жизнь. Примите божественную любовь, окружающую вас, и позвольте Божьей благодати направлять ваши шаги к благословенному будущему. Будьте открыты всему изобилию, которое Бог приготовил для вас. Признайте удивительную силу Божьей любви, способную преобразить ваше существование. Идите уверенно, как любимое дитя изобилия, примите любовь, исцеление и процветание, втекающие в вашу жизнь. Ожидайте значительных улучшений в здоровье, отношениях и финансах в течение года. Вас ждет год прорывов и благословений, которые неожиданным образом изменят вашу жизнь. Когда тебе грустно, помни 3 истины. Я рядом с тобой, направляю тебя на каждом этапе пути, постоянный спутник, и моя любовь не знает границ. Несмотря на трудности, сохраняйте веру, возложите свои заботы на меня и увидите, как они превратятся в возможности для роста и пользы. Двери для желаний вашего сердца откроются на ближайшие 7 дней. Божье вмешательство немедленно. Приготовьтесь к новой главе, полной радости, любви и мира, когда мы вступаем в этот замечательный сезон. Попрощайтесь с негативной энергией и несчастьем и поприветствуйте увеличение позитивных событий. Расслабьтесь и наслаждайтесь возможностью улучшить свое здоровье и привлечь богатство. Ты была моей постоянной поддержкой и руководством во все трудные минуты. Будьте уверены в том, что я буду продолжать изливать свою бесконечную любовь к вам и вашим близким. Знайте, что у вас есть поддержка даже в период неопределенности. Я здесь присматриваю за вами, прислушиваюсь к вашим желаниям и удовлетворяю все ваши потребности. Вы всегда можете рассчитывать на присутствие Бога, чтобы получить силу и утешение, и мне доставляет огромную радость видеть, как вы преуспеваете и процветаете. Пожалуйста, знайте, как сильно мое сердце радуется вашему доверию и вере в замысел Бога для вас. Я готов осыпать вас своим благословением, обнять вас небесной любовью и благодатью. С надеждой и предвкушением всего хорошего, что придет, поприветствуйте новый сезон, чудесное путешествие, полное вдохновляющих чудес, которое запланировал ваш Небесный Отец. Не торопитесь и наблюдайте, как чудеса разворачиваются перед вашими глазами, мое дорогое дитя. Ваши мечты и надежды близки и дороги моему сердцу. За вашим путешествием стоит божественная цель и божественная судьба. Идите с небольшой удачей, знайте, что вас любят, и пусть каждый день в вашей жизни будет полон радости и благ. Я рядом с тобой, нет ничего невозможного. Я источник всего электрического, включая желание, комфорт и принятие, и я прошу вас довериться мне. Пока моя любовь окружает тебя, во всех ситуациях будет мир.
Комментарий скажи «Аминь», чтобы доказать, что бы ни случилось в жизни или в Америке, я никогда тебя не оставлю. Проходя через взлеты и падения в жизни, всегда помните, что я Бог, который любит вас, несмотря ни на что. Моя любовь к тебе бесконечна и никогда не закончится. Знайте, что вы никогда не будете по-настоящему одиноки. Я могу дать тебе все, что тебе нужно, и даже больше, а твой Небесный Отец всегда будет присматривать за тобой. Наслаждайся, дорогая, ведь тебя очень любят и ценят. Недавно я был готов получить множество благословений и милостей с небес, и вот я с вами. Будьте счастливы в мелочах жизни и будьте благодарны за каждое мгновение. Откройте для себя путь к легкому богатству и финансовому успеху прямо сейчас. Будьте уверены, что Бог будет с вами во всех ваших трудностях, будь то физические, финансовые или эмоциональные. В этом путешествии, любовь моя, ты будешь не одна. С чем бы вы ни столкнулись, я буду рядом, чтобы ободрить вас и показать путь. Идите вперед с уверенностью, зная, что желание вашего сердца в ваших руках. Вы обретаете дом своей мечты, карьеру своей мечты, любовь к жизни и финансовое процветание, о котором вы всегда мечтали. Если мы с вами верим в наше божественное время, я воспользуюсь этими привилегиями в нужный момент. Комментируйте, если вам интересно. Я могу перенести исцеление в ваше тело, чтобы вернуть вас к целостности. Я могу помочь вам выбраться из долгов и финансовых проблем. Вы освободитесь от каких-либо зависимостей или негативных последствий, и ваши отношения будут восстановлены. Приготовься к невероятным выходным, друг мой, времени невероятного прогресса. Вас ждут новые возможности и подробная информация. Ваше здоровье улучшится, и вы увидите значительный прогресс в различных сферах своей жизни. Сохраняйте свою веру сильной и воспользуйтесь возможностями, которые встречаются на вашем пути. Вас может ожидать много необычайных событий и достижений в вашей жизни. Присоединяйтесь ко мне в жизни процветания, счастья и успеха. Помните, что я всегда рядом с вами, мягко направляя вашу жизнь. Время от времени жизнь может быть напряженной, но когда это произойдет, не забудьте возложить свои заботы, неуверенность и беспокойство на Бога. Это больше, чем они все могут выдержать. Если вы верите в Его божественный замысел, вы испытаете значительные изменения в своей жизни. На своем пути вы пройдете путь от арендатора до домовладельца, первопроходца и щедрого кредитора. Славьте Бога за Его благо, пока вы переходите от невидимости к пользующемуся большим спросом. Если вы верите в Бога, в ближайшие выходные вас ждет много благословений и роста. Позитивность и производительность труда достигают новых высот, и в двери стучатся новые возможности. Здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы, погрузиться в целебную силу воли Божией и насладиться глубоким расслаблением. Скоро начнется новое начало и период ремонта. Победа и прогресс ждут тебя, дорогой друг. После этого вас ждут испытания, полные радости, которая останется с вами навсегда. Используя эти преобразующие пожелания и аффирмации, чтобы показать свое согласие с грядущими мощными благами, будьте благословленны и знайте, что Бог с вами на каждом этапе пути. Он направляет ваши шаги к жизни, полной любви, изобилия и радости.
Мы поклоняемся малому, дает каждому возможность преодолеть трудности. Вот я собираюсь подарить вам чудесный, изменяющий жизнь дар, безусловную любовь, всепоглощающую радость и глубокое понимание разума, которые наполнят ваше сердце, когда вы позволите ему открыться. В следующем месяце нас ждут большие события, моя дорогая. С моей помощью ваша история может стать историей счастья, исцеления и достижений. Ваш образ жизни полон потенциала, как сочная трава. С добрым и опытным врачом для меня это не так уж и много. Ваше физическое и психическое здоровье, а также ваши отношения и финансы могут выиграть от моего исцеляющего прикосновения. Доверьтесь моим небесным наставлениям, и вы сможете полностью освежиться и возродиться. Отправляйтесь в путешествие с открытым сердцем и чувством благодарности. Знай, что я всегда с тобой. Я приведу тебя к жизни в мире, процветании и цели. Вас ждет все, чего вы могли пожелать, и даже больше. Наслаждаться. Вам просто нужно довериться моему руководству. Я буду твоим постоянным проводником и спутником, никогда не оставлю тебя даже во времена духовной пустыни. Знай, что я всегда с тобой, моя благодать всегда перед тобой. Я буду вашим помощником в сомнениях и вдохновением на этом пути веры. Так что поверьте мне, позвольте этому управлять вашей жизнью. Помни, что тебя очень любят и меня не волнует твое прошлое. Важно то, что вы сейчас здесь, слушаете мой голос, откликаетесь на нежные побуждения вашего сердца. Я говорю вам из своей любви, что я здесь, чтобы осветить ваш путь и направить вас к миру, радости, и пусть ваше счастье ведет вас. Длинный. Верь в меня, дитя мое, поверь в мой свет, в мою любовь и верность, я не оставлю тебя. Всегда помните, что моя благодать и милость окружают вас, и мое желание – наполнить вас обильными благословениями. Знай, что моя любовь к тебе не имеет границ, моя верность никогда не подведет. Если ты идешь по темнейшим долинам, мой свет всегда будет освещать твой путь. Поэтому я призываю вас продолжать не переставая молиться, основываясь на истинности моего учения. Благодаря этой стойкости вы увидите, как моя мудрость появляется в вашей жизни и ведет вас к процветанию. Поэтому я еще раз говорю, дитя мое, встань, открой свое сердце и скажи мою правду, провозгласи свою свободу, ибо нет ни проклятия, ни цепи, которая бы удерживала тебя. Я с тобой и ясно даю твое утешение. Заботится и любит тебя. Я никогда тебя не оставлю, я всегда рядом с вами, чтобы благословлять вас во всех аспектах вашего существа. В этот славный день, дитя мое, прими приветствие и благословение небес, которые я посылаю тебе. Сегодня я помазываю вас и облекаю духовным светом. Сегодня я подтверждаю свое слово вам, чтобы мой свет сиял в вашей жизни, чтобы вы могли проявить любовь и прощение к тем, кто ищет ответы, к тем, кто изо всех сил пытается вырваться из цепей. Сегодня, мои возлюбленные, я даю вам силу рассеять все силы тьмы, мягко поделиться своей истиной с теми, кто ведет в тени. Поверь мне, дитя мое, поверь, что я проведу твой путь с любовью и руководством, и я превращу тебя в счастливое, процветающее и благословенное существо. Я ценю тебя, дитя мое, я здесь с тобой и никогда не покину тебя. Поверьте мне, и вы увидите благословения, превосходящие ваше воображение. Не бойся, ведь я с тобой.
Не утомляйся, я твой Бог, который даст тебе силы. Я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя. Я всегда поддержу тебя честной рукой. Тех, кто сопротивляется, ждет стыд и замешательство. Они погибнут. Я Бог твой, который берет тебя за руку и говорит: не бойся, я здесь, чтобы помочь вам. Когда к тебе придут проблемы, я их решу. Если ты окажешься в темных местах, я буду там с тобой. И если ты болен, я исцелю тебя, потому что я твой целитель с небес. Я тот, кто поднимет вас из отчаяния и окружит любовью и состраданием. Всегда обращайте внимание. В 2024 году вас ждут невероятные перемены. Я представляю чудеса в вашей жизни, и мы можем создать будущее, полное благословений и счастья, наполняя ваши дни и ценя каждое мгновение. Я могу вернуть тебе силы и мир, если ты любишь его. Я принимаю тебя, Боже. Будьте уверены, что Бог благословит, исцелит, обеспечит, защитит и направит меня в этом путешествии с моим любимым ребенком. Я создал все, что вы видите вокруг себя: бескрайнее небо, необъятную землю, спокойные озера, высокие горы, яркое солнце и сияющие звезды. Никогда не бывает такого момента, когда мое небесное присутствие не направляет вас, не утешает и не защищает, несмотря ни на что. Я полностью согласна, что ты замечательный и милый. Ты не знаешь, как сильно я люблю тебя, Боже. Я так сильно тебя люблю и знаю, что ты любишь меня в 10 раз больше. Почувствуйте вес этого утверждения. Я здесь, чтобы вести вас к изобильной, радостной и логичной жизни. Так что смело шагайте в свою судьбу и сохраняйте веру и признательность. Во времена неопределенности или трудностей помните, что у вас есть союзники. Я вечный источник силы, вечный щит и вечная путеводная звезда, указывающая вам путь. Скажите «да» заявлению этого года в комментариях. Вы можете рассчитывать на небесное вмешательство, благо и чудеса. Я здесь, чтобы помочь вам на вашем пути к неизбежному величию. Вместе мы покоряем мир и строим жизнь полную любви, радости и богатства. Поверь мне, мое дорогое дитя, я никогда тебя не оставлю. Сейчас самое время подготовиться к замечательным подаркам и льготам, которые ждут вас. Эти замечательные подарки потекут к вам магнитом и притянут деньги. Не нужно за них работать или бороться. В вашей жизни волшебным образом появится гора денег. Включите это небесное благословение в свои планы и вкусите блаженный рай, который оно приносит вам, а также приятный момент всех чудесных и совершенных даров, которые обогащают вашу жизнь. В отличие от мимолетных теней, мои силы постоянны и постоянны. Вы можете быть уверены, что услуги, которые я вам предоставляю, будут длительными и удовлетворительными. Они приносят радость в вашу жизнь и открывают дверь в будущее, полное успеха и счастья. Осознайте, что эти чудесные вещи происходят из безусловной любви. Когда вы примете их в свою жизнь, я надеюсь, вы откроете свое сердце и разум чудесным благам, которые вы себе представляете, потому что моя любовь к вам не знает границ. И поскольку я хочу, чтобы ты добился успеха во всех аспектах жизни, пойми, что богатство – это отражение моей бесконечной любви и заботы о тебе, и что ты – воплощение этого изобилия.
Будьте благодарны за то, что у вас есть, и позвольте хорошему в вашей жизни принести вам радость, удовлетворение и глубокое чувство выполненного долга. Помните, что я всегда с вами, направляю и поддерживаю вас на протяжении всей вашей жизни. И если вы поверите в мой небесный план, вас направят к самой славной и восхитительной судьбе, которую только можно себе представить. Находите ли вы утешение, зная, что моя любовь к вам постоянна и что вы заслуживаете всех чудес, которые с вами происходят? Даст Бог, я всегда буду с тобой в хорошие и плохие дни и буду твоей опорой в любых проблемах и усилиях. Вот несколько убедительных заявлений, которые вам следует произнести вслух прямо сейчас. Я получаю изобилие любви, исцеления и благ, которые принадлежат мне. И если вы также можете добавить эти слова подтверждения, знайте, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам и вашим близким скорейшим и полным выздоровлением. Я произведу чудесные финансовые перемены в твоей жизни, как только ты попросишь об этом во имя Иисуса Христа. Я полностью осознаю ваши трудности и искренне забочусь о ваших страданиях, поэтому помните об этом, когда вы больны, слабы и несчастны. Моя любовь к тебе не знает границ, и у меня есть невероятная сила оживить тебя утешительными объятиями, когда ты присоединишься к целительной силе. Позвольте моей целительной энергии течь через вас. В ваших силах творить чудеса. Мое восстановление может творить чудеса в вашей жизни, потому что ваша вера и принятие моего божественного плана реальны. Пусть вы также найдете силу, утешение и мир в моей любви, зная, что я здесь, чтобы предоставить вам безопасное убежище и путь к исцелению. Примите эту любовь свыше и позвольте своему сердцу очиститься от всей неуверенности, беспокойства и страха. Помните, что я здесь с вами, направляя вас на каждом этапе пути с любовью и состраданием. Я рада предложить вам свой восстановитель безграничной энергии, который проведет вас по пути к миру, радости и здоровью. Моя любовь и исцеление могут поднять вам настроение и помочь исцелить ваше тело, разум и дух. Примите этот небесный дар и позвольте огню надежды и преданности разгореться внутри вас. Для истинных христиан моя любовь – это свеча, которая не погаснет в течение жизни. Путь к счастливой, благословенной и довольной жизни будет освящен. Что я всегда буду рядом с тобой, готовый оказать тебе услугу. Верьте в меня, и мое исцеление и любовь наполнят вашу жизнь так, как вы даже не мечтали. Поднимет ли мое присутствие вас во всей красе и принесет ли мир и безопасность в ваше сердце во время вашего путешествия? Возьми меня как драгоценный камень и держи в объятиях моей безграничной любви, которая с тобой сейчас и всегда. Приготовьтесь отпраздновать свой день рождения пораньше, потому что по мере того, как вы продвигаетесь вперед с верой, с каждым вашим шагом вас ждут удивительные блага. Когда он поверит и сдастся, могут произойти неожиданные чудеса. Если у вас сильная вера в Бога, скажите «Аминь», потому что благодаря этим отношениям с Богом вы обретете силы противостоять всем испытаниям и божественную мудрость, чтобы осветить путь вперед. Моя любовь к тебе будет вечной. Находите утешение в каждой молитве, в каждой трудности, укрепляющей вашу веру. Аминь. Получите советы о том, как согласовать свои цели, чтобы наслаждаться будущими благословениями и открывать новые источники дохода благодаря силе своей веры.
Признайте это послание как божественный знак и возблагодарите тех, кто ищет ежедневного присутствия Бога. Мы также советуем вам избегать клеветы и дистанцироваться от тех, кто пытается помешать вашему счастью. Наконец раскрывается шокирующая тайна, которую необходимо тщательно охранять. Он предостерегает от жалоб и подчеркивает важность размышлений о своих действиях, чтобы укрепить себя. Послание подчеркивает, что мир полон зла, и просит вас открыть глаза на фальшивые улыбки и не делиться всеми своими планами с теми, кто может воспользоваться вашей слабостью. Бог призывает нас задуматься и открыть глаза на реальность. Комментарий 2626. Так что молитесь, чтобы врагу не было приятно привести вас на край великой пропасти. Защита, которая окружает вас, исходит от ангелов, которые входят в ваш дом, чтобы удалить все зло и убрать печаль, которая раньше была в вашем духовном и дружеском кругу. Однако упрямый враг пытается вернуться в ваш дом с намерением посеять раздор и создать деструктивные споры между вами и членами вашей семьи. Чтобы предотвратить эту трагедию, объясните события 1919 года, чтобы показать свою решимость, что под вашей защитой ничего не произойдет. Милосердие Божие проявилось сегодня утром, спасая его от смертельной опасности, которую предсказал враг. Это также подчеркивает важность избавления от негативных энергий в вашей духовной жизни, поскольку они могут негативно повлиять на ваше счастье. Продолжайте свой путь. Ангелы настоятельно предупреждают, что вам следует дослушать это послание до конца, поскольку оно содержит удивительную информацию о ком-то из вашего прошлого, которого Бог намерен вернуть. Важно не ошибиться, ведь возвращение этого человека не для того, чтобы искать вашего счастья, а для того, чтобы снова вас уничтожить. И если вы хотите избежать этого, напишите комментарий 2828, чтобы показать, что вы вкладываете всю свою веру и решимость в Слово Божье. Поставьте его на первое место. Начиная с сегодняшнего дня, почти все, к чему вы прикасаетесь, принесет вам пользу. Если вы хотите начать новый шаг, ставьте лайк, и вы увидите, как все пойдет. Сообщается, что армия негативных энергий попытается вторгнуться в ваше пространство и сделать следующий день несчастным, но радость, которую Бог поместит в ваше сердце, будет заразительной, и в вашем путешествии вас ждет новое благословение. Молитесь, чтобы добрая дружба осталась в вашей жизни, и чтобы лживые и завистливые люди были удалены из вашего круга дружбы. 5252. Бог разрушит все зло в основе вашей жизни. Сегодня, аминь, известно, что только Бог понимает боль и имеет силу исцелить все ваши раны, сделать вас намного лучше, чем там, где вы были. Когда вы приближаетесь к Слову и ищете стойкости перед Ним, финансовые чудеса придут, принеся вам удачу. Вы станете успешным человеком, когда меньше всего этого ожидаете. У Бога есть важное новое сообщение, которым Он может поделиться с вами в вашем путешествии. Будьте благодарны и обратите внимание, потому что Он откроет кое-что о ком-то из вашего прошлого, который пытается найти другое место. Важно быть начеку. Ангелы предупреждают о том, что рядом с вашим домом умер кто-то. Будьте осторожны с окружающими. Важно не поддаться на их уловки и ложь, которую пытается вам сказать враг. Если вы дочитаете этот пост до конца, вы в безопасности.
Напишите на номер 2727, чтобы вернуть все, что было потеряно в вашей жизни в 2024 году, чтобы все фальшивые люди, желающие объединить вас с ложью, не стояли на вашем пути. Сосредоточьтесь на своем будущем и оставьте прошлое позади, потому что вас ждет путь, полный благословений. Бог показывает, что вы привлекли в свою жизнь плохую энергию из-за серьезного греха, но вы можете исправить это, поделившись этим посланием как минимум с 4 людьми. Чтобы извиниться, войдите в финальную службу. Комментарий 4646, чтобы враг не разрушил ваш дом. Ангелам было тревожное видение, которое указывает на возможность того, что в твоей жизни произойдет что-то ужасное, и если ты не избавишься в ближайшее время от этого искушения, сын мой, тебя могут ожидать ужасные последствия. Важно понимать, что ваша жизнь находится в конце пути, и вы можете столкнуться с рядом проблем, которые ворвутся в вашу реальность, когда вы меньше всего этого ожидаете. Это потому, что вы не улавливаете нужное слово и отказываетесь верить тому, что говорят. Бог вмешивается напрямую, чтобы спасти вас от огромного камня, который может пересечь ваш путь. Если это произойдет, вы можете расплакаться и потерять человека, которого очень любите из-за допущенной вами ошибки. Если вы чувствуете вину, предлагаю вам пойти по правильному пути и присоединиться к этому разговору. Станьте частью этого удивительного путешествия, которое принесет вам свободу и уведет с пути конфликта. Ангелы предупреждают, что жизнь в состоянии раздора указывает на совершенный вами великий грех. Более подробную информацию об этом они получат в ближайшие несколько минут. Поэтому я призываю вас не пропустить этот пост, чтобы больше не столкнуться с этим перекрестком. Комментарий, чтобы помолиться за безопасность всех членов вашей семьи и не дать врагам разрушить ваш дом. Бог хочет, чтобы вы полностью присутствовали в конце этого сообщения, потому что Ему нужно обсудить с вами важный вопрос. Он хочет показать вам путь и благодать, которая может прийти в вашу жизнь, если вы будете упорны в вере. Ангелы предупреждают, что ваша жизнь в опасности, и в конце вечера произойдет еще одна катастрофа. Если вы хотите обрести свободу и не проливать больше слез, присоединяйтесь к последнему разговору, который вам дадут. 222 комментария. Я благодарен вам за это время размышлений и духовного укрепления. Благодаря этому видео вы получили вдохновляющие и направляющие послания, которые осветят ваш путь и укрепят вашу веру. А теперь, на прощание, я хотел бы продолжить этот разговор еще немного, поделившись некоторыми дополнительными мыслями, которые могут помочь вам в вашем путешествии. Во-первых, я хочу подчеркнуть важность веры как источника силы и надежды среди жизненных трудностей. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность укрепить вашу веру и еще больше соединиться с Божественным. Всегда помните, что в какой бы ситуации вы ни находились, вы не одиноки, Бог всегда рядом с вами, готовый направить ваши шаги и утешить ваше сердце. Также важно помнить о силе благодарности. Выражая благодарность за все благословения в вашей жизни, большие и маленькие, вы освобождаете место для новых благословений, которые войдут в ваш путь. Каждый вздох, каждый лучик солнца, каждый миг радости заслуживают внимания и праздника. Развитие чувства благодарности может изменить ваше мировоззрение и принести больше изобилия и счастья в вашу жизнь.
Подпишитесь на наш канал и поделитесь этой новостью как минимум с 5 очень дорогими людьми. Важно осознавать сигналы и сообщения, которые Вселенная постоянно посылает вам. Иногда эти симптомы могут проявляться неожиданным образом, в результате, казалось бы, случайного совпадения, внезапного ощущения или даже осознанного сна. Будьте открыты и восприимчивы к этим знакам, поскольку они могут стать важным руководством на вашем пути. Наконец, я хочу призвать вас сохранять свой внутренний свет сияющим. Вы драгоценная и уникальная душа с уникальными дарами и талантами, которыми можно поделиться с миром. Не позволяйте сомнениям или страху проявиться. Доверьтесь себе и божественному плану, который происходит в вашей жизни. Знайте, что вас любят, поддерживают и бесконечно достойны всех благ Вселенной. Пусть эти слова принесут в ваше сердце утешение, вдохновение и ободрение. Продолжайте свой путь с мужеством, верой и благодарностью, зная, что лучшее еще впереди. Пусть Божий мир и радость всегда будут с вами. Со всей моей любовью и наилучшими пожеланиями.